Спираль молчания, полуправда, черно-белое мышление. Это не название кинокартины, а реальные методы манипуляции сознанием. О них консультирующий психолог и тренер Илья Соболев рассказал студентам Сыктывкарского университета, будущим специалистам по рекламе и пиар. Формат круглого стола перетек в бурную дискуссию. Тема тому поспособствовала. Как нами управляют в интернете и, главное, как себя обезопасить, знает Александра Головина. Это черно-белое фото молодого человека показали группе студентов Сыктывкарского университета. Будущие специалисты по рекламе и пиар должны дать оценку незнакомому мужчине только по его внешнему виду. В рамках эксперимента одной из участниц говорят, что на фото опаснейший преступник, другой – всемирно известный ученый. И тут мнения разнятся. Что чувствуете, глядя вот на его фотографию? Что ощущаете от него? Что идет, что исходит? Напор. Угу. Так. Напор злой, напор добрый? Злой. Ну, умный, сразу видно. Серьезный. Очень много думает, потому что у него морщинка здесь между бровями. Не преступник и не ученый, а известный политический деятель Уинстон Черчилль в молодости. И это ярчайший пример манипуляции. Позиция складывается напрямую от ранее озвученных характеристик, а их подлинность даже не вызывает сомнения. Так и в интернете, где информацию порой принимают за чистую монету. Фейки, пранки, мистификации, намеренные попытки ввести людей в заблуждение. Раз в неделю приходит в Инстаграме уведомление, что я выиграл какой-то приз, 100 тысяч, деньги, машину, дом. И также взламывают родственников, друзей, пишут частенько, что вот у меня случилась авария, там, перекинь срочно деньги, но потом, когда начинаю задавать вопросы, понимаю, что это уже мошенник, и просто блокируешь его. И цели могут быть самыми разными. Дезинформировать, склонить на чью-либо сторону, обмануть с целью наживы. Социальные сети отнимают у нас уйму времени, а еще крадут сон, настроение и здоровье. И это доказанные учеными факты. Что такое социальная сеть? Это, по сути, подмена реального общения. Когда вот мы с вами сейчас стоим, общаемся, у нас есть возможность друг на дружку смотреть, сокращать дистанцию, либо отдаляться. У нас есть возможность там поздороваться за руку, допустим. У нас есть возможность передавать какие-то вещи, то есть материальные носители. Когда люди общаются в интернете, этого всего нет. И здесь создается очень-очень много иллюзий. Иллюзия всемогущества, иллюзия вседозволенности, ну и так далее. И когда человек оказывается в реальном мире, оторванном от соцсетей, выясняется, что он не такой классный острослов, не так здорово он умеет излагать свои мысли. Очень важно понять, кто и чем управляет. Вы информацией или информация вами. Первый вариант возможен, если интернет-контент пропускать через призму критики и скепсиса. Психологи называют такое мышление критическим. Оно позволяет трезво оценивать картину реальности, подходить к вопросу с разных сторон. Для этого важно постоянно пополнять багаж своих знаний, выходить из пресловутой зоны комфорта. Именно она делает нас уязвимыми. Но ты же за Русь православную, да? Ты же за нее. Или там, ну ты же хочешь святой демократии. Настоящей свободы слова, да? Давай, пошли. Все, это и человек моментально зажигается. Почему? Потому что угодили в его болевую зону, в его главную точку, на которой держится его текущая картинка реальности. Социальные сети – это помощник и инструмент, но ни в коем случае не подмена реального общения. В ближайшем будущем, говорят специалисты, реабилитационные центры по лечению зависимости от соцсетей будут пользоваться спросом у большого количества граждан. Слишком уж много времени крадет у нас мировая паутина, подменяя реальность на сочную и заманчивую интернет-иллюзию. Александра Головина, Олег Юшков, телеканал Юрган, Сыктывкар.